Все как перед первой прививкой. Пройти общий осмотр у терапевта, затем заполнить анкету, замерить сатурацию и давление. Уже привычная процедура перед вакцинацией. В первую очередь медики интересуются у пациента наличием хронических болезней. У меня рабочее давление 120 на 80, а так поднимается 140 на 90. Как часто поднимается? Один-два раза. Те, у кого противопоказаний нет, могут смело отправляться в прививочный кабинет. Хадина Костоева – одна из немногих, кто уже сейчас решился записаться на ревакцинацию. Женщина ковидом не болела, уверена, что эта вакцинация помогла избежать коварного вируса. После этого Злазер قيت الدوتش أنظر لازر مدي بين حنس حار ديانر شيء والزعين كبر واق ورقير بان يشبع أخيت از أسياي صغر شاري مسارج خياب دقيرج بوق كمالفر. Чтобы не подцепить ковид, необходимо постоянно поддерживать высокий уровень антител в организме. Однако врачи предупреждают, слишком часто прививаться нельзя. Оптимальный срок для ревакцинации – полгода. По этой причине Фатима выждала необходимый период и пришла прививаться. Первая прививка у меня была, сейчас уже вторая прививка. Ну как перенесли? Были какие-то побочные эффекты? Температура Немножко было изменений, но обошлось нормально. По словам медиков, рост количества антител у привившихся начнется уже через несколько дней. За весь период в Галашкинской участковой больнице вакцинировалось более 5000 взрослых. Сейчас на очереди дети. Вначале, конечно, пациенты неохотно вакцинировались, но потом темпы набрали. Всего у нас вакцинировано 5370 человек. На сегодняшний день нам привезли уже детскую вакцину ГАМ-ковид-ВАК-М. Мы начали прививать детей уже, дети от 12 до 17 лет. Пока привито только 20 детей, 10 детей им еще осматривается педиатром и готовится к вакцинации. Записаться на ревакцинацию можно так же, как и на первую прививку, по телефону 122 через портал госуслуг или обратившись напрямую в прививочный пункт. Тамара Хашигульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.